Здравствуйте, вы смотрите «Вести», Чеченская Республика, в студии Луиза Яхяева и главные темы выпуска. На защите Родины. В зону проведения специальной военной операции отправился 96-й полк оперативного назначения. К 1 сентябрю готовы. Вот эти работы, они имеют характер беспрецедентный, потому что за один год в Чеченской Республике открывают 27 новых школ. В Анханкале открыли новую общеобразовательную школу. Что по поводу нее думают ученики? В Чеченской Республике проходит сезон сбора урожая. И в Российской Федерации, и, конечно, в Чеченской Республике это уход от химических средств. Какие культуры уже поспели и как обстоят дела с реализацией урожая? Глава Чеченской Республики провел инспекционную поездку вместе с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым, в ходе которой они осмотрели строящиеся объекты социального значения. Подробнее в следующем сюжете. Под звуки радио ГТРК «Война» глава региона вместе с мэром города Грозный Хасмагомедом Кадыровым проехался по столице и провел инспекцию по строящимся объектам, обсуждая перспективы развития города. Микрорайоны уже современные микрорайоны, сега более. Шаболен домаш уже за 30 домов уже был Шаболен Католан, был Шбешмоныш, около 120 домов, это сега шадыги, а 117 дорабатывают еще что. Ой. Условия школ, детский сад, фасонж, парк, арвардон, условия шейги, условия алло условия шейги ока предусмотреть новой спортивная площадка, так шейг еще сейчас коммуникации, шушаем, сошкаем, сотчу, жизнедеятельность шейг, еще инфраструктуры полная, и ешь. Кель современный, малый город, алами городошин зон, видео, гашего, шейги, домашним сошкаем, новую улицу. Харцун второй линия домашнего, а малар первый жембохо, он сочетается здесь. Шлеки, ю нас подбил третий, четвертый линии на юж. Ваш бульбелил, бульвар берой, СМВ хоккей. И сан ваш ли улица бохокабин, хоккей полга бычбек. Сега гостиница. Первый объект – это новый микрорайон. На данный момент вырыты котлованы для более чем 30 домов. Всего их будет 120. Тут же построят и гостиницу, садик, школу. В общем, все необходимое для комфортной жизни. Общая площадь комплекса составит 2 миллиона квадратных метров. Современный новый микрорайон, проспект Путин, продолжение еще. Находия, получается, более новый. Хит домаш, я меткшерит. Ücret investor уже церц борт пешмон островный наш кечар домой фирбаки это инвестор ой местный наш иштаду куама этих еще церц нах батига йол гостиницу заправку церц на месте борт беша хауш лунуш современная шаги улица Арболишт задача вот моя дела улицу специально конуца это шорба дагичица год улица со действующий табеш трехполосный была цаю линии далоцы иш занят ушул уйцунде хугуна ше дублер улиц бац паркополоса ниш цаб ну олой штаурю автобусе коммерции чух швега дублер улиц конш хокчулош хуган олоцы дик шурбина около 90 метров вообще Что арахаруш мои? Юде это София юха квартет таюлено шеге Ра квартет дом дары, что пошло, что тоже разгварден, где что дома что. Второй линия лег дома что, первую линию хулта. Второй аллея славы олметкю. Условия что на ван халите шел. Полный ключите на цу.
قيادة بروتشيني إذا شفتوا كله خزخل سترويك يشنا دائما دان من سترويك يشتغل يسمونه يقولوا جينا دان يشتغل داخل جينا جروزن زيتين دان شبيش دان دور رمضان دان دمو دور دوي باش إن شورت ورنشتاش ناخش تعدو ويجو مزبوش ولا تدلش عن دان صدور السين دان الحمد لله دان شينا بيزنس يشنا أنا وقرش دان خزان بابا دست خزان دا بير كتير دا براختيا مال نخشي شوا وخز خصمش شوا دان خز ياين خز داين بعد هذه نخشي سلاح قوم ناموا تاشي كويوش يخير دا وقت يشتغل وقولي هذا هو تنور شفر ودادغن شو موسكوا любой встрече дадغча غالي تر من كتير بو باتدق تعمل مولش ميرو بخ حل شو غالا ستالينغراد تونتسراونو تيورشاش بخ بس با يور حل هينزا ما دبي قي короче угордык странши царцровни тото бас хал разрушено ёлчена юречен сравнува дур хинза сам воле чарц дой сравни тала бадек де чвале хла чо локар ма хад боцар цад бола дацо қоал хаволш амада женита болчна қой команду шайк ночи ам он тахвата дошишт ен раздаватина қида хазияша далму хар проект реализовать бол букоташ да إذا قي صوت ولا جيهو далму حمود الله صار قصداني يلا على الوضع الله صار برسبكتون بوتين يوتك شيء كل خليه شو خز خليه شو نير شو اللي مودان سعادان ياخدان وإلكتريكس خليه شات دان جزفكات خليه شات دان حل تعامل يبيع خليه خز خليه شو تول خليه شو دان أجعل خليه شو ده يا ده دي شو دان نزلوا رقم نرادس دروزيام ده غير دو ده مولا وردي نتوردت امش من دان كده ده ديس ولا اللي سوى ولا يعمل اللي يسوي لا وش هذا شديد دوار لدار هو دير تطيش ميدوش كده دار عاوزين يعني تحقول فلاش ايه قليل وشوان العقبال هو شفت عشان سوى صوت يسوى ازمه داسنا Градоначальник показал главе региона макеты строящихся объектов по городу и рассказал обо всех улучшениях, которые будут проводиться для комфорта городской среды. يوت متك شجال أيضا أبيش كذا دايو وشتيجا بيلش أبولنا ناخيجر وكوباتيش شوشة وكوباتيش إنستش بول أبولنا تودع больница يوقت больница كوجنا больница مگر إذا إشت تعيقي أبيش صارنتي شوية ذكر درال يالبروجينيتي إشت صارنتي رويشة إميزوز داني هر دابيوش بولش улицам إشتوكت или إدعايا كن دوم دلوتك или же إشتو صارنتي دلوتك Видишь? Общие улицы видно веются. Иштвелч хазул улицу же. Иштар объект шачев, поша дайош, покада машер душно. Штоша дайору, покада машер душ чегер, окнавцы барт бештуер, станции, заправка, гостиница. Тега хазлек нашеш современный. И белш мирбош. Пока объект уже леолшу, еш мин спортицы. Басейн, тенисный, дия, инвалидный спортзал, правый объект, сега лагито шо разные. Инфош яче, поварти тоже, шай борт беше, цучур нахтери селек берболи борт беш, и белш беш буцута. Знаю на до колкол шреза хол, шурез да лакай чакорти рючнул, чаримот шкелдин дом чалбой. Или же шай дом даден дахвател ца كي تشاجيلي وسنيت يوشن يقولون تشيشو دلش خز دوم دين دلش
شو ريمونتو ما يريو اللي قدرة سولوريو شو ريز دولش كيبر إيش دو كل دوم شو عدا ورد شغله هين شيء ستار دو أساس دو شغل دوين دعوة تاشكشوش زان سوري من كل دوم دعوة تيجي دا هتومان دعوة يش كنترولو إنفستر ورا عطوش دوي ناخن من دارج درجان شوي مباي زان 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 نو مغلي دال يشايك ميكروريون تير دو يشات سوقا ويجيو تخوالر دو تكعير بوشي دا بوكوكا. Еще одна строительная площадка, которую посетили чиновники, это многофункциональный комплекс комфорт-класса «Квартет». Концепция застройки общей площадью около 200 гектаров в Исаитамском районе реализуется в рамках генерального плана строительства Грозного. Он будет состоять из 4 монолитных домов. Высота каждого будет 25 этажей и плюс 1 цокольный. На территории расположатся детские и спортивные площадки, зона отдыха и автопаркинг. بيرو لين دماش هذيك عدول ندوي تفكروا لينا نتي بولش أو شيء دماش عدول لنا فإذا نشوشات حلق الجبهة تعتني تعتبر من حياة ناس دولار تستانتش ثم دو عاش عدل اشتين مستوى حياة تودي أبو بنا تجاه كوان شايو لنا إبراو ليه وعنقوش وستار جبهة تيجي وشيلوش تعتش بو بيش وش تبيش لاتش وشاين زك إزجزك نستي يشو نس دولار يشو ما قالوا شو نستي ينشو Народ дружба народа улметкю, хинзар хабоша проспект, ардиаси адамашту. Инзвойля что улметик харю примерно, нис год або лучшего. Хинзар дамашер последний перекресток качался, дамашер терхер последний наш коммерцийный чволидерти, лехар дамаш до конца улицы продолжить то еще инзхоках примерно сатиниру дамаш, когда до перекресток качался, больше коммерцийный чвахца. لقيول شرقوت أحيودير هرشسن هرش ديوت ديست إتجايوش ديوش ديوت إتجايوش فهرش إشتقوت أحيودير تابعت شس إتجايوش تاك كميرتي إشتاد إشتاد تيرخ تريوش فساتو ميو تريوي وهرسن تعرض الخيرات مينسترستو سن نيس تيرخ ترويد داخلي تون مسومات ديكتر دوشدو بس بس لدينا شو جل تأخذ دماش تاتير أرجوت أحيودير Eldigdél mú kommerci csúldó. Artechnik sőfenc. Petnic dosta szűrős, jim lavajla, dina hokaki, és każda orcsa, si exkavator, csutar ússég tól, és bol bújcstak. Ca szobodne ordicstáckol, és egyécek, bol habos. Вешал. Техники, для материал, санауман. Та проблема яцмуш. На всех строящихся объектах сохраняются необходимые требования безопасности. Помимо этого, по поручению главы региона 1401 жителю республики выдают новые землевладения в районе Старой Сунжи. Новый проспект Хоккарбер, Хокка дела, школа, келнак, программе уютан, тега yok школу дела йирюлш, хар заправка улчегах, цахаз дом дала, цахаз овальный, цадамаш дала. Новый проспект Хавечсаз, Старая Сунжа, на латнаш далуа лел поручение отцаш, сонцы 1401, так говоришь, на сумму около 4 миллиарда латнаш далуш, знаем киеш далуш, 1120 человек уже регистрации киеш новый, так, киеш дек знаем далуш, и болха. Ел поручение, чакай окшонцо да и нахвал да ресула бошбар. Насколько он общая сумма латтервай за раз на Делекса? Около 4 миллиарда доркшев. 1400 латтелоицан. Цега латта, цан латтех, миллион дерчи, 1400 лат, миллиард 400 миллион холка, миллион дерчи. А цега 2-3 цуюка, 3 дочиш, 2-3 цуюка, мирш. تعوّج سيغدي الشينا دوخ شكرون وأبشر بانا ميكروريون إتعور يلخصوتي لا تعيط ولج كمليون وشدادات نسردني رينوشني ماخا دا 3 مليون تاك إز أبشر على إرشا خوي ما على 10 ملياردن لا تولز إتدعى عائل بروجيني تشكا وشونشا بناخ بقى ديل ريس ولا أربوش برتان تان شيء تكو شغل يوزل إذا تعتروا دوق شيء تنونا وصل غلبوش بركوش وجيل تابول جار شيء لأن هما تين ودا يقنا بيلش تابول وش بون دا هما غار نورشي دايم
تاعهم تاعتين وداش قداش عمال أرواح يرشول شو اشتناخ لين تاعيوق بيرت خلوق تناطيش شتى لستا سمع يوز لهور سمع مشيش قوق أدم غلشي تاع برخ إزار دلا أدم وشكيت دين يرتول تناش شيت الشباش تاري سونجابو بطيناخ تاق ريجرد نحوي غالخ حتى ديكالو ستريتش نشيش تارك أخت يقولك حاجة على دنيس تيديش تان يوشتو هاش سيور يوشتك سراز طيق دلوشتك سراز كوتش ديش تان تات يوشتو يالو جيم توك خيري كلينا كلتين ودن جيم بولات ولا كولتاك شيكوتاك تارنا يوشك سيخت ادوغوش سا كداتي يور هاش سبرزالي يزر وجي يزر الچشت و فوندي أبرتي تسادو وشي تور خلامة جدا غازو طوبو تارا غوديش جيتلشن كورتيريشن كورتير وشو سنوچن بلنتي وغيزر بلنتي وغوش أكتر تاتي اور هاش دلا إش كوش ليش استريت شون وإتنافتي يشا يخار سودا واتين جام سونيل بروچني أربوني عيلك وغال عيلك سوندقو إتني خوك حاجة التندر رئيس ولا بوش برشا بكيشة دائم маршал ушел. Также Хасмагомед Кадыров рассказал главе региона о преобразованиях, которые произойдут уже с готовыми объектами города Грозный. لقر круглый ушкаем ца обычный ца дико дом ца деша ца жим хаз завершенияш инвестор ишт мелш бир бушашала ца спорт бина каждый дом на кел деш толпа цвет кширёной мела хаз рукой валда муки эсамбаева элдол дом уже надолен подушкин подвал чур халол шоны ца академия наук летен меткерой كان كيلز دانيل وش دي عبا يختجع بروتشينيل تنتريعو إنفستر والن دوم دايتا لشت تجاب دوم وجال هالدولي نومت يما فاسد تكو نورمال بيتون تشوف يدي أولاد دوم داتسمس Мэрия Грозного проводит колоссальную работу не только в улучшении столицы, но и решает социально важные вопросы граждан при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Адамагомедов Ахмед Кизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Бойцы 96-го полка оперативного назначения выдвинулись в зону проведения специальной военной операции. Силовики неоднократно участвовали в специальной военной операции и в очередной раз отправились на передовую, чтобы выполнить свои служебные обязанности. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова обеспечил военнослужащих технически и всем необходимым для успешного ведения боя. Да, молодец, там вижу, что что-то, иншаллах, да, она осталась, да, швейцарцы, а до того, пантели на задачу, иншаллах, да, Ахмад сила, Аллаху Акбар. В Анханкале открыли новую общеобразовательную школу. Учреждение рассчитано на 720 посадочных мест. Имеется спортзал и просторная столовая. О впечатлениях учеников узнавал наш корреспондент Турпалали Тайсумов. Он жизни человеческой знал цену. Таких, как он, так мало на земле. Эти трогательные слова посвящены человеку, чья деятельность дала старт процветанию региона. Речь идет о первом президенте Чеченской Республики, Герое России Ахмате Хаджи Кадырове. Дети также тепло поприветствовали почетных гостей, принявших участие в открытии новейшей школы в селе Алханкала. Она возведена буквально за 1 год. Ее значимость отметил министр образования и науки субъекта Хошбауди Дааев. دانشگاه یورشل اشکولشگاه پیرزگروجی نسخه خودشون بیش دکتر ترسلوش خاص می‌نی دله خدشال خبوخ بر رقم خداس رمضان هایشوک در حال یول شارخه خیو یعیتنا یر هو یو آیول شهر هر تغن حیول شوشکورتنا قیسنا خردال ساقایل هر سنة هو یل هر سنة شکولا قوی یوق دیک چوح نیسل قیس شیعیتی ال چو دیک چوح نیسل یواره كل يرشلا هرستاري دوقتنا كوربوزا ملاحة ويوشرا كابيتان ريمونتنا فوق اختر خزين كيتشينا دعوة توريو
После выступлений и традиционного чтения дуа официальные лица открыли школу. Она рассчитана на 720 посадочных мест. Ее возведение прошло в рамках федеральной программы развития образования. 3 этажа включают в себя кабинеты по всем направлениям. Гости осмотрели только малую часть, но и этого было достаточно, чтобы диву даться. Остро стоял вопрос наличия трехсменного режима обучения. Это был один из объектов, это одна из тех школ, которые были включены и на программу по ликвидации трехсменного режима обучения в Российской Федерации в рамках национального проекта образования. Эту проблему мы полностью в Чеченской Республике, благодаря огромным усилиям главы республики Рамзана Ахматовича, который поднимал этот вопрос на самый высокий уровень до президента Российской Федерации и Республики, решена. В этом году мы хотим отметить, что вот эти работы, они имеют характер беспрецедентный, потому что за 1 год Чеченской Республики открывает 27 новых школ, 8 новых школ мы начали строить с плана ввода в 2024 году. И, конечно же, 76 школ после капитального ремонта также откроются. По словам руководства образовательного учреждения, они вовсе и не ожидали, что получат новое качественное здание так быстро. От всей души поздравляю всех присутствующих на сегодняшнее торжественное событие. Огромную благодарность хочу выразить главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за возможность работать в таких великолепных условиях, за то, что мы можем обучать наше подрастающее поколение в великолепных, чистых, светлых, современных кабинетах. Я искренне верю, что педагоги нашей школы, нашей республики принесут плоды в виде достойных граждан нашей страны и достойных представителей чеченского народа. Мы спросили детей, что они чувствуют перед наступающим учебным годом и походом в новую школу 1 сентября. Мне очень нравится школа. Хочу сказать огромное спасибо строителям, но в первую очередь поблагодарить главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Я в этой школе буду учиться на 1 пятерке. Просторная столовая, современный спортзал, в том числе площадки на улице, лаборатории и практические кабинеты. Все это скоро станет доступным для изучения учащимися. А еще здесь есть современный и, пожалуй, самый ответственный кабинет. Библиотека – это сердце школы. Тут рождаются мысли, которые дети в будущем могут преобразовать в настоящие научные, трудовые и художественные идеи. Это первые экземпляры, но к 1 сентября книжный фонд станет в разы больше. Турпа, Лолита Исумов и Ислам Ибрагимов. Вести. Чеченская Республика. Всероссийская акция «Росгвардия. Вперед к победам» прошла в Побединской средней общеобразовательной школе, приуроченной ко Дню физкультурника. Мастер-класс по рукопашному бою для более чем 30 воспитанников пролетарской спортивной школы имени Адлана Вараева провели сотрудники специального моторизированного полка имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Грузинского соединения Росгвардии. Перед началом прошла общая разминка, а после спортсмены продемонстрировали специальные приемы, применяемые в ежедневной деятельности военнослужащими и спецподразделениями. Отличившимся юношам вручили благодарственные письма и грамоты. Думаю, что сегодняшняя встреча оказалась полезной для всех, так как благодаря таким проектам удается приобщить молодое поколение к регулярному здоровому образу жизни, укрепить нравственную патриотическую основу, а также вызвать интерес службы в войсках правопорядка. Сотрудники МВД по Чеченской Республике провели акцию «Зарядка со стражем порядка» в канун Дня физкультурника. Мероприятие прошло в детском оздоровительном лагере «Горный ключ», расположенном в Шалинском районе, где отдыхает около 400 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Правоохранители провели с детьми спортивные занятия и рассказали о своей работе, напомнили о правилах безопасности поведения в общественных местах. Завершилось мероприятие танцевальной программой и коллективными фотографиями. Сегодня проводили разминку с детьми, было очень весело, ребята хорошо поработали. Я хочу им пожелать удачи, всего самого наилучшего, чтобы они всегда стремились и шли к цели. Передвижная выставка «Герои специальной военной операции» – это еще одно напоминание о том, за что борются российские бойцы. В числе тех, кто внес значительный вклад в ход боевых действий, немало и чеченских военных. С подробностями Медина Мударова.
Герой – это человек, который отличается своей храбростью, доблестью и самоотверженностью. Именно о них повествует передвижная выставка «Герои специальной военной операции». Открытие посетили официальные лица, выступая перед собравшимися помощник министра Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Руководитель республиканского общественного движения «Турпал» Джабраил Абдулвагапов рассказала о важности проведения подобных выставок. Ведь в первую очередь героев должно знать подрастающее поколение. Мы вместе со всей командой много лет трудимся, чтобы подрастающее поколение знало своих героев, следовали их примеру и восхищались их подвигами. На протяжении всего этого времени мы публикуем истории посмертных подвигов, проводим различные мероприятия и акции, а также активно работаем с детьми погибших сотрудников. Командир полка полиции специального назначения имени первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова Замит Чалаев подчеркнул, что уже сегодня среди участников есть те, чьи подвиги оказали большое влияние при проведении специальной военной операции на территории Донбасса. Их достижения отмечены высшими государственными наградами от руководства нашей страны. Дабан знания санчого, двенадцать лет, без густа, царина так ша, отцала хюште гушоч, ша низне уй, холбо нагасан, война осты признак бешпаладак, по эхосташ долгчуды он, деза, сигадал деза, холбо и Помощник главы субъекта, министр по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев отметил, что на сегодняшний день всему российскому обществу нужно объединение, ведь против нас ведется обширная, в том числе и информационная война. военными действиями на поле боя, информационно. При этом Перерезав красную ленту, гости осмотрели работы. На стендах изображены фотографии 150 героев, снятых в местах прохождения службы, а также краткая информация об их деятельности и подвигах. Выставка сможет помочь гражданам понять важность и значимость службы в специальной военной операции, а также поддерживать и воздавать должное участникам, которые рискуют своей жизнью ради безопасности. Я думаю, что это очень нужная и хорошая выставка и мероприятие, которое направлено на то, чтобы люди и подрастающее поколение знало и помнило своих героев. Выставки будут организованы на базе домов культуры 3 городов и 10 муниципальных районов Чеченской Республики. Также планируются культурно-просветительские экскурсии для 2600 школьников и студентов. Помимо этого, на информационном канале Турпалху и в соцсетях будут публиковаться посты, посвященные героям. Медина Мутарова, Мовсар Хаджиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Торжественная церемония закрытия второй смены летней площадки прошла на базе Республиканского комплекса общего и дополнительного образования «Квант». В этот раз ее участниками стали более 200 школьников из различных общеобразовательных организаций Чеченской Республики в возрасте от 7 до 16 лет. Детей обучили созданию с нуля собственных веб-сайтов, мобильных приложений и компьютерных игр. Получили навыки по конструированию и программированию роботов и многое другое. Завершилась смена авторским проектам, которые они подготовили, ориентируясь на полученные в ходе обучения знания. Здесь очень дружный коллектив среди преподавателей. Если появлялся вопрос, ты им смело мог задать этот вопрос, и они тебе отвечали и подробно объясняли все конкретно. Среди учеников все тоже были дружные, веселые. Мы весело проводили время после занятий, у нас был досуг. Эти мероприятия позволяют нам узнать новое из других направлений. Если они будут чаще проводиться, то будем чаще получать новую информацию. Яблоки, сливы и персики – это небольшая часть плодов, которые выращивают местные аграрии. Сезонные фрукты из Чеченской Республики пользуются большой популярностью по всей стране. Подробнее о том, как за ними ухаживают, расскажет Наталья Депутатова. Продукция Чеченской Республики пользуется большим спросом как на местных рынках, так и по всей стране. Научно-производственная фирма «Сады Чечни» ежегодно выращивает около 400 тонн фруктов. Одна из основных задач – это развитие экологически чистых культур. Основная задача именно и вот этого хозяйства, в частности, и вообще тенденция и в Российской Федерации, и, конечно, в Чеченской Республике – это уход
от химических средств, снизить пестицидную нагрузку на гектар, на культуру и постепенно переход к органическому земледелию, чтобы было как можно меньше химии. Есть и проблемы. Это, по словам сотрудников, заражение саженцев или плодов различными вирусами и инфекциями. Для предотвращения столь пагубных для деревьев явлений за растениями очень тщательно следят. В этом году специалисты филиала Россельхозцентра по Чеченской Республике провели обработку биопрепаратами Иннагро сразу в 3 районах – на Теречном, Наурском и Грозненском. Химические пестициды оказывают на растения негативное влияние, поэтому лаборатории, сам филиал Россельхозцентра рекомендуют сельхозпроизводителям Чеченской Республики переходить на биологические препараты. В этих целях у нас в лаборатории здесь мы занимаемся разведением энтомофага габробракон, который применяется против вредителей как на плодовых, овощных, так и на полевых культурах, таких как подсолнечник, кукуруза, соя. Агрономы региона стараются использовать для обработки биологические инсектициды, которые производят в местной лаборатории. Они безвредны для растений и к тому же сохраняют все полезные свойства плодов. Также для полей с зерновыми культурами и садоводчеств создают экологически чистую, без добавления химикатов, подкормку на основе торфа. В этом году мы проводили сравнительные опыты с применением биофунгицида метабактерин, который вступает в симбиоз с растением и на протяжении всей вегетации защищает растения от вредных организмов извне. Также мы испытывали стимулятор роста с биофунгицидными действиями плантарел, который создан на основе коллоидного серебра, ионов коллоидного серебра, которые имеют антисептические действия. Поэтому все микроорганизмы, которые извне угрожают растению, этим препаратом нейтрализуются. В это время года идет сбор урожая яблок. Здесь их несколько сортов. Самые плодоносные и пользующиеся популярностью – Женева Эрли, Гала, Моди, Флорина, Фуджи и Голд Раш. В этот период к работе привлекается помимо трактористов, разнорабочих и грузчиков люди из соседних сел. Это, по словам местных жителей, отличная подработка. Многие уже не в первый год собирают фрукты и отлично знают, какие можно срывать, а какие оставить на дозревание. Работаем здесь уже несколько лет. Фрукты собираем. На вид поспевшие собираем, зрелые уже. Работа нравится, работаем. Помимо яблок в этом садоводчестве площадью 60 гектаров выращивают персики, нектарины и несколько видов слив. Для каждой культуры свой период созревания. Поливают деревья капельным путем через систему орошения водой из канала, расположенного неподалеку. Сначала ее, конечно, очищают, минерализируют и витаминизируют. Вот мы видим шланг капельного орошения. Под каждый куст, получается? Да? Вот такая система проведена на всех участках, на всех культурах. Без этого капельного орошения интенсивное возделывание садоводства невозможно. В такую жару фрукты не могут долго пролежать в обычном хранилище. Для этого созданы специальные склады с холодильными отсеками. В хранилище помещается в среднем около 1600 тонн собранного урожая. В камерах поддерживается температура от 2 до 10 градусов. Это позволяет дольше сохранить фрукты в свежем виде, до поступления их в продажу. В целом, все агрокультуры, выращенные в Чеченской Республике, пользуются популярностью по всей стране именно потому, что выращиваются, хранятся и транспортируются с особой заботой, для того, чтобы максимально сохранить в них все витамины и полезные вещества. Наталья Депутатова, Мовсар Хаджиев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. С вами была Луиза Яхьяева. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».